Собираетесь, вот посмотрите, тут есть вертикальная планировка, есть отметки. Сегодня жителям IT-деревни подробно рассказали и показали проект будущей дороги, которая появится на месте рощи. Вопросов к проектировщику было много. Главный, почему проезжую часть нельзя проложить подальше от их домов. Проектировщик утверждает, из всех вариантов этот был наиболее экономичный. Имеет минимальную длину, во-первых. Во-вторых, предусматривает развязки в одном уровне. В других случаях длина трассы была бы в разы длиннее и пришлось бы пересечь железную дорогу, которая за собой подтянула строительство искусственного сооружения через железную дорогу, а также снос коттеджей и поселков, которые построены рядом с железной дорогой. Еще один вопрос к проектировщику. Не появятся ли пробки в поселке после строительства дороги? Загрузка этого поселка в первую очередь, вторую очередь и так далее. Транспортная развязка, предложенная, собственно, застройщиком, да, при привлечении проектного института, она, соответственно, не выдержит тот объем. Нет, она не выдержит. Сейчас не встанут столбища, встанут усады. Проектировщик отвечает, пробок быть не должно. Кроме того, это единственный вариант, который согласовали разрешающие инстанции. Вариант, который предлагает жители, он за собой несет нарушение нормативов градостроительного законодательства, не имеет подтверждения и согласования с органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Есть регламент по количеству примыканий и расстояния между ними. В данном случае они будут нарушены. Об этом пишет нам согласующий орган РГУ-БДД, в связи с чем отказывает примыкание на дорогу, в чем владении находится дорога. По словам Нияза Талипова, проект разрабатывали год. Столько же он проходил согласование в десятках организаций. Если переделывать так, как просят жители, нужно еще столько же времени и немалые средства. Проектировщик показал свою позицию, то, что он получил техническое задание, выполнил его, это техническое задание, акцентировав, на мой взгляд, именно внимание на нормативах каких-либо, а социальная часть любого объекта, который у нас появляется, его не очень интересует. Большое спасибо администрации района, то, что она нас слышит, то, что она поддерживает нас. Я уверен, что в таком конструктивном русле мы обязательно найдем правильное решение. Встречи продолжатся. Решение, которое, возможно, на сегодня устроит всех – возведение шумозащитных экранов на границе с IT-деревни и посадка 5 гектаров леса взамен вырубленных. Юлия Гоголева, Адель Миндубаев, ТНВ, Лаишевский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.